А жители ухтинского поселка Водный возмутило строительство вышки сотовой связи. Мачту начали устанавливать в любимом водницами живописном месте рядом с жилыми домами и без согласия жильцов. Активные жители поселка обратились в мэрию. Что из этого вышло, знает Виктория Науменко. Окна 26-го дома по улице Гагарина выходят на живописный сосновый бор. Вековые деревья растут прямо во дворе. По плану среди них в скором времени должна появиться вышка сотовой связи. Прямо здесь, посреди живописного соснового бора и рядом с жилыми домами, планируют ставить вышку сотовой связи. При том, что местные жители готовы даже подсказать более подходящие для этого места. Место установки ранее пометили флажками, затем забили сваи. Водницы даже не сразу поняли, какие работы ведутся. Подошел, спросил, что тут вы делаете, что строите. Они говорят, строим вышку мобильной связи на Теле2. Вот, я спросил у работника, она, говорит, будет, наверное, фонить? Она говорит, будет фонить, но они сказали, что незначительно. Я говорю, ну какая разница, она будет фонить. Я говорю, рядом дома, до домов меньше 100 метров. На проблемы с сотовой связью водницы не жаловались и вышку прямо напротив дома не просили. Людей смущает не только близость будущей конструкции к жилым зданиям, но и то, что вышка нарушит живописный вид и, возможно, ради нее придется рубить сосны. А еще то, что их мнением даже не поинтересовались. Было собрание вас? Нет. Не было? Не было. Все, это нарушение части 1 пункта 5.1 Градостроительного кодекса. Мы по СНИ посмотрели и в интернет смотрели. При установке вышки, даже на доме, спрашивают всех жильцов. Нас вообще никто не спрашивал. Мой ребенок здесь вырос, я выросла здесь. По СНИ 45 метров до вышки. Наслаждаться красотой возле дома. Вот я мерила 50 метров от того столба, вот сюда до дороги. 50 метров вот этими шагами только, а так говорят еще меньше даже, да. И нужно еще отметить, что вот за этим домом, который меньше 100 метров, 2 детских садика, дошкольных учреждения. Конечно, люди все в шоке, просто в шоке. Жители поселка подчеркивают, они не против технического прогресса и качественной мобильной связи. Их не устраивает конкретно выбранное место. Прямо через дорогу от помеченного участка располагаются более подходящие пустыри и промзона. Как таковой мы даже надобности не видим. Но коль, значит, там может быть виднее, мы некомпетентны, поэтому просим сделать ее в отдалении. У нас есть картофельные поля были, сейчас они не засажены, там вообще для вышки нету лесных массивов, которые надо бы рубить. Как нам пояснили в Ухтинском территориальном отделе управления Роспотребнадзора по республике Коми, в случае, если вышку сотовой связи ставят не на участке жилого дома, обязательное согласование с жителями не нужно. А все возможные воздействия на людей уже заложены в технических характеристиках, и при нарушениях вышку бы просто не запустили в серийное производство. Ситуация такова. Прежде чем поставить этот передающий радиотехнический объект, делаются расчеты. В том числе делается расчет на жилую застройку, какой уровень идет электромагнитного излучения на жилую застройку. И то есть, соответственно, если все нормально, потом уже мы выдаем санэпидзаключение, то что ведь расчеты подтверждаются о том, что все нормально. И потом идет строительство этих вышек. То есть, в принципе, процедуры согласования с местными жителями нету, потому что изначально никто не будет ее строить без расчета, без выдачи санэпидзаключения от нас. Однако водницы собрали подписи, приложили их к коллективному письму и через местного депутата донесли просьбу мэру пересмотреть место установки. В понедельник оно было отправлено, и буквально после обеда Магомед Магомедович вынес решение свое о приостановке данного сооружения и в пользу людей. Мэр Ухты Магомед Османов направил подрядной организации письмо с убедительной просьбой приостановить работу по монтажу и рассмотреть иные варианты размещения вышки связи. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.